Законопроект, направленный на устранение несостыковок в законодательстве, проходит уже второе чтение. Первый раз, отметили его инициаторы, документ о репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации не вызывал сомнений. В нем предложено лишь привести в соответствие некоторые законодательные нормы и включить местами в качестве ответственного органа правительства. То есть правительство сейчас будет определять стерилизацию и так далее. Чисто ведомственные дела Минздрава. Да. Я правильно вас понял? Да. А чем это будет? Чисто это нормативном поле вопрос? Или она действительно, правительство будет определять, проводить операцию или не проводить? Ведь есть же Минздрав. Зачем мы на правительство все это скидываем? Здесь правительство утвердит условия и порядок, а дальнейшая реализация будет за Министерством здравоохранения. С вносимыми изменениями депутаты соглашались, но что даст принятие документа простым кыргызстанцам, вопрошали они. В стране в системе здравоохранения и так немало проблем. Человеческая жизнь напрямую зависит от качества медицинских услуг, от того, насколько в стране хватает профессиональных кадров, от того, кто несет ответственность за оказанную или, напротив, не оказанную своевременно медицинскую помощь. Не задать об этом вопросы депутаты не могли. Когда эти изменения будут приняты, то поможет ли это снижению показателей материнской и младенческой смертности? Конечно, потому что мы закрепляем право на репродуктивный выбор. Работы по планированию детей и ведению беременности будут усилены. В постановлении будут указаны органы, ответственные за контроль. У меня вопрос. Сколько стоят роды в Кыргызстане? Роды нисколько не стоят. Я понимаю суть вашего вопроса. Из-за того, что программа госстрахования недостаточно финансируется, есть случаи, когда кое-какие деньги все-таки оплачиваются пациентами. Мы сейчас работаем над тем, чтобы программа не выглядела декларацией. А вы готовы взять на себя ответственность за эти слова? Сегодня платят как минимум 15 тысяч сомов, а вы тут сказки рассказываете. Хорошо, следующий вопрос. Сколько сотрудников занималось продажей новорожденных детей? На сегодняшний день 5 сотрудников находятся в ВВС. Следствие продолжается, поэтому многие вещи сказать не могу в интересах следствия. Вы понимаете, почему я задаю эти вопросы? Вы приносите законы, мы поддерживаем вас, но вы же их не исполняете. Министерство здравоохранения не может ликвидировать коррупционные схемы по продаже детей, которые есть в родильных домах. А факты того, что школьницы несовершеннолетние рано становятся матерями, это же большие проблемы. Какая работа ведется по этим двум направлениям? Зачем приносить новые законопроекты, когда вы старые-то не исполняете? А после, то ли воспользовавшись присутствием представителя здравоохранительной системы в зале, или эти вопросы действительно давно не решаются, но депутаты решили озвучить и проблемы на местах. Так, в районной больнице Джалалабада негодным оказался рентген-аппарат, из-за чего врачи наркоз подают вручную. В Нарыне до сих пор не решен вопрос перемещения туберкулезной больницы, отчего люди боятся заходить в ЦЦМ, расположенный рядом с нею. А еще машин скорой помощи в регионах не хватает. В Атбаши, вы знаете, территория там большая. Машины скорой помощи настолько старые, и их так мало, что не хватает на обслуживание населения. Каждое утро они выезжают и преодолевают в день 150-200 километров. Только вечером возвращаются на базу. Потому что машин нет. На одну приходится несколько вызовов. Да, новые машины дорогие, но можно ли закупить по 7-8 тысяч долларов? Вы знаете, проблема с машинами скорой помощи по стране действительно большая. По республике не хватает 216 машин. Мы стараемся решить эту проблему на сэкономленные от ФОМС средства или обращаемся к донорам, так как государство помочь не может. Я знаю про Атбаши. Машин не хватает и в Джитааguze, Чаткале. Эти районы в первую очередь получат транспорт. В продолжении темы. А что с 15 машинами, которые были подарены немецким банком развития? Их приняли на баланс? Машины были доставлены в ноябре прошлого года, но они не отвечали технической специализации. В МВД есть лаборатория, и мы передали машины им, чтобы они нам дали заключение. Нам, видимо, придется отказаться, так как параметры не подошли. 7 из них исправить можно, а оставшиеся 8 машин нельзя. Наверное, вопрос можно будет решить на основании двухсторонних соглашений. Многие проблемы решались бы вовремя, заметил замминистра Мадамин Каратаев, будь бюджет побольше. На сегодня, отметил он, на одного гражданина выделяется $43, тогда как в советское время было все $389, на что депутаты напомнили, что и на грантах можно решать проблемы. Главное – отвечать вовремя.
Почему ваше министерство с опозданием отвечает на документы? К примеру, ратификация с немецким банком развития по поводу кредита до сих пор не сделана. Почему ваш министр запаздывает? Это же готовые деньги. Из-за того, что вы элементарно не можете ответить на письмо, мы остаемся без инвестиций. Наймите специалистов, понимающих языке. Вот у меня на руках акты и документы о том, что Минздрав задерживает решение по многим грантам. Решать своевременно и не только поднятые сегодня вопросы призвали депутаты чиновников. Много еще в стране неработающих роддомов, больниц без элементарного оборудования. При этом, как отметил парламентарий Махсат Сабиров, некоторые главврачи ездят на отдых за границу. Ильнура Бекпасарова, Нурбек Капаров, НТС.